всячески контролируют режим содержания, выбивают явки, связывают людей, мучают и тому подобное. А туда завели одного бедолагу, которого меня вообще посадили в качестве, чтобы я смотрел, что с людьми происходит, если он идет вопреки сотрудникам управления. Этого бедолагу связали, истязали. Камера, конечно, этого все не видела, потому что это был мертвый угол. А я просто сидел, наблюдал, я был в шоке, я потерял дар речи. И в один прекрасный момент он мне сказал, если ты попытаешься препятствовать, с тобой будет то же самое, даже, возможно, лучше, потому что ты там аппетитный по размерам, ну, не к слову, но так. Физическое воздействие было на меня. Матрас, они там приготовили матрас, начали скручивать, скрутили мне руки, ноги, зажали, начали бить, потом одевали пакет на голову, душили, не душили, я терял сознание там, чтобы я написал, чтобы я подписал отказ от воровских традиций и идей. А вы разве придерживаетесь этих традиций? Нет. Тем не менее, такое было требование. Да. Они все там требуют такое. Меня избивали целой безопасностью. Всех сотрудников, принимавших участие в избиении, когда мне сломали руку, сломали ключицу, угрожали мне действиями насильственными, сексуального характера и так далее, что меня опустят и тому подобное. Я могу всех опознать. После чего меня просто доводили до попыток суицида. Эти издевательства и пытки просто не было терпеть уже больше сил. После этого меня стали закалывать психотропными препаратами. Мне делали около 6-7 инъекций психотропных препаратов. 12 числа 05 месяца 2017 года я нанес себе порезы путем того, что меня, значит, довели до покушения на самоубийство. Значит, сотрудник Эдуард Александрович в 7 утра примерно в начале 8 открыл дверь, подозвав меня, значит, схватив меня за грудки, через решетку ударил меня вторую дверь решетчатую, значит. На что сказал, что сейчас ему дадут команду, он меня забьет как собаку. Я испугался, он закрыл дверь, я испугался, данную угрозу воспринял всерьез. Подпрыгнул наверх на лавочку, разбил стеклянный плафон, тем самым хотел нанести себе порезы. Так как испугался за свою жизнь, потому что ранее меня здесь уже избивали, очень жестоко пытали. Вот. Все, уводят меня, сказали раздеться до трусов. Я разделся до трусов, босыми ногами стоял на бетоне, они меня поставили к стене, вывернули руки и начали ноги выбивать своими ногами, садить на шпагат. То бишь, Якушев начал наносить удары мне по почкам, после чего я упал. Они продолжили свои удары ногами, подняли еще раз. А в этот момент, когда они меня били, Коков уходил и сказал, типа, оставьте мне его еще. Все, они меня 2 раза, подняли еще раз начали избивать. Я опять упал, они меня опять подняли. Заходит Коков, ушел в помещение ПКТ, дальше прошел в ИШИЗО и взял там киянку, молоток деревянный с резиновой обивкой. Подошел ко мне и начал бить по лопаткам, по почкам, по ногам.